Так, ну вот третий день нашей подготовки к рыбалке. Сегодня я взял палатку, печку. С утра уже гудят снегоходы. Температура воздуха не посмотрел, но градусов 20 по ощущениям. Вот, снегоход я ставлю уже в гаражике. Сегодня у нас проверка сеток, установка дополнительная сетки. Ну уже другой ячеей. Более интересно. Итак, поехали. Да. Ну вот, друзья, приехали к Иннокентию. Сейчас Иннокентий подъедет, подцепим станки и осени и поедем. Взяли немного дров из поселка, потому что в лесу дров нету, как вы знаете. Ну опять, как всегда, набор джентльмена, веревки всякие, палки, кирпичи. Вот такое вот у нас каждое утро такие сборы. Потихоньку завозим все груза, все веревки, короче, и так далее. Так, друзья, сейчас у меня будет... Мы приехали, в общем, на место нашей рыбалки. Здесь будем устанавливать табор. И вчера мы с Андреем Аркадьевичем поспорили, смогу ли я за 30 секунд поставить палатку Powerbit TF. TF, друзья, внимание, обратите на минуточку. И сейчас будет наш спор. Я буду показывать, как я за 30 секунд ставлю палатку. Плюс еще у него фора. Я закрыл двери и решил утеплители на шторке. Поэтому несколько доль секунд я еще дольше буду держать. Так, привет, сотовый телефон, включаю таймер. Его, да? Ты хват tahu. Вид кусочка автопостоя, я ходил на которого когда я ходил вид и построил. Какой борец, чему сейчас? Так. Фундамент. Таймер ставили 30 секунд. Друзья, ставим таймер. Да, тут время пошло. Время пошло, вода. Все. Палатка еще не готова. Но ничего, пусть дальше ставит. 48 секунд. Сколько там было? Ага, дороги, дальше. Батали балахани, да, да, ну ваши. Это до конца дорог. Марын, холбанду там. Не будь как на кете. Не, надо было палатку вытащить и подготовить, а потом засекать для чистоты. Ну все равно я справился. Друзья, я решил перепроверить, каким бы был бы результат, если бы я заранее вытащил и подготовил палатку. Итак, начинаем засекание времени с момента.
волнуюсь. Палатка еще не готова. Ну ничего, пусть дальше ставит. Итак, дорогие друзья, так как в тот день был сильный ветер, именно он мне помешал вовремя успеть собрать палатку за 30 секунд. Но я давно пользуюсь этими палатками и уверяю вас, друзья, что собрать большую палатку Polar Beard Family TF за 30 секунд вполне реально. Ну вот, растопил печь, поставил палатку. Потихоньку сейчас пойдем проверять печь. Ребята уже ходят, проверяют. Один я тут сочкую. Вот так. Новую печку поставил, новую палаточку. Все новое у нас. Места много. Ребята ценили уже. Жду пока прогреется, чтобы закрыть. Так, слишком натянуто. Завтра еще вертуши принесу, чтобы все ввертеть, ввинтить все края. Здесь вот снизу поддувает маленько. Придавим ничего с той стороны. Итак, посмотрите, сколько уже рыбаков. Третий день рыбалки. Вот. Здесь вчера было пусто. Сегодня уже куча людей. Сейчас будем проверять сеточку, которая стоит. Самая крайняя сетка. Здесь, наверное, если будет пусто, надо будет переносить отсюда, наверное. Аркадий, что думаешь? Переставлять будем или нет? Что-то мне кажется, здесь будет маловато. Потому что здесь такой вот свал начинается. Вон там перепад глубины, в общем, начинается тут. Вот на самой глубине, вон на тех сетках рыба есть. Почему-то. И там течение быстрое. Здесь течение замедляется, и рыбы как будто меньше. Ну, мы ее вчера только поставили, эту сетку. Но, судя вон по тем ребятам, которые впереди нас стоят, рыбы тут нет. Но пока делать прогнозы рано. Сейчас рыбалка только начинается. Чуть позже в процессе покажет себя. Довольно интересная конструкция пешни у Аркадьевича. Что это за иголка, Аркадьевич? Ух ты! Ромбик. Для толстого льда. Для толстого льда, да? Ну понятно. Ну вот, друзья, 4-й день нашей рыбалки. Вчера я ничего не снимал, но было порядка 10 ряпушек на каждой из сеток. Вот, не на каждой, извиняюсь, это в общем было на 10 ряпушек. Вот. Затопил, приехали недавно, затопил палатку. Вчера мы поставили палатку. Посмотрите, вот еще до сих пор не промерзло. Участок там вот 2 снегохода провалилось позавчера. Сейчас мы с Аркадьевичем будем проверять сетку. Давайте посмотрим, что в ней есть. Сегодня вроде как рыбки побольше у нас. Я бы просто куда-то. Ох, что где-то дорога вот. Наверное, двойной кинет.
Так, друзья, давайте проверим. Опа, гораздо как. Есть рыба! Рыбка есть, первая рыбка. О, дай-ка. Друзья, посмотрите, вот эта рыба называется ряпушка. Это та самая рыба, за которой мы сюда и приехали. Вот. Вот такая вот она ряпушка. Где-то вот спичный коробок. 2, 3. Ну тут больше 20 сантиметров. Вот таких рыбок ловим. С Аркадичем, посмотрите-ка. Что, одна? Больше нет? Он убегал. Ну ничего, это только первая сеточка. У нас же не одна сетка. То есть сетки-то не наши. Но проверяем-то мы. Да? Вот. У Кеши много сеток, поэтому, друзья, не переживаем, что мало рыбы попалось сегодня. Вот такая красота попалась. Давайте закинем в мешок. Все. Ну что, сейчас пойдем проверим следующую сетку. А у нас вот такой чудесный вид. И посмотрите, сколько людей уже на реке. Это еще мало. Сегодня выходной. Многие не приехали. Многие наоборот едут выходной с семьей. Тепло, 20 градусов всего. Река еще не замерзла. Аркадьич прорубается. Как лед, сколько сантиметров? Ну, тут налить. Налить. Ну лед не толстый, да? Да. Сантиметров 20-15, да? 20-15. 15 сантиметров пока что. 4-й день рыбалки. Лед. Посмотрите, как интересно создается дорога для снегоходов. Заехали мы вон там. Сначала мы приехали вдоль торосиков аккуратненько. Все ездили там. Сейчас люди, у которых там сети, они уже едут напрямую, там выезжают и сразу по прямой проезжают. Так что так вот. Вот наши веточки стоят, которые мы помещали в первый день. Вот. Теперь мы сейчас палку вытащим. Аркадьичу дадим, чтобы он наступил. Вот. Теперь будем чистить лед. Лед чистить тоже своего образа, так скажем, техника. Могу сейчас показать. Сначала убираем крупные фракции. Ну вот эти крупные все понятно убирать. Тут Андрей Аркадьевич еще кое-что нас тоже научил. Лед, говорит, против течения обязательно надо убирать, говорит. Это с чем связано? Потому что при тонком льде льдинки уходят туда, потом застывает там и мешает отпускать сетку. Ага. Понял. Поэтому против течения надо.
туда не закатилось. Ага, это при тонком где, да? При толстом уже такой не При может. толстом уже так может снять. Это разное, да? Да. А сейчас толстый лед или тонкий считается? Сейчас он в любой момент может туда уйти и там застыть и потом мешать пускать все. Как-нибудь срезать нельзя, если она туда уйдет? Ну только лопатой брать, больше никак. Если Или вот лопатой. когда будем вытягивать, сетка сама может уйти, выкинуть. Если сейчас ушло, а то если вчера ушло, уже все. Считай, что она будет стоять. Технология такая. А какую штуку изобрести нельзя там? Да, Вот еще срезать никто или ничего не изобрел, кроме лопаты с дырками. Кстати, вопрос. Почему у Андрея Аркадьевича лопата с дырками? Напишите в комментарии. А то мне там вопросы задавали. Почему у тебя лопата с дырками? Есть такие люди. Есть люди, которые не знают, почему лопата с дырками. Вот. Самый прикол заключается в этом. Вот смотрите, когда почистили, вот здесь вот надо подо льдом сделать вот такие движения со стороны течения, чтобы льдышки, которые там остались, они ушли туда. Либо вышли. Либо вышли, да. Вроде вот почистил и, видите, лед все равно вышел. Маленько. Все. Сейчас проверка. Вот эти льдышки тоже надо убирать, потому что потом будет мешать. Burada kiliygen штука var. Ne kadar? 10 лимтан. 1 yıl mı? Daha herkes. Hanım arkadaş. Oldu gider. Bir de bizim affetler. Вот, друзья, посмотрите. Вот оно, живое серебро Якутии. Ряпушка. Гигантская. Так, начинаем проверочку. Так, Дмитрий пришел, по 3 говорит, о, рыбка есть. Есть рыбка. Рыбка есть, можно поесть. Иногда запрещенные выловы рыбы ловятся. Полосевар, бирили. О, да, это мы отпустим, сразу отпустим сейчас. Сразу отпускаем эту рыбу. Друзья, мы запрещенную рыбу не берем.
Ну все, друзья, благополучно рыбу отпустили. И сейчас опускаем сетку. Вот. Ну вот, друзья, посмотрите, у нас одна рябушка с этой сетки. Вот. У Иннокентия, у Дмитрия по 3, говорят, местами, по 2. Так что нормально, нормально здесь. Ну вот, друзья, посмотрите, Иннокентия попался вот такой налим. О, сегодня уха будет у Иннокентия из налима. Сейчас мы спорим пузика, вытащим Максу. Вот, чтоб поесть. Главное не подрезать желчь. Вот. Так вот сделали. Маш. Калич уже хочет опять есть. Опять рыбу хочет есть. Мороженую. Пока никто не замерз еще. Ну вот, друзья, с обеда мы предприняли попытку, будем предпринимать попытку установки поперечной сетки. Это одна из тоже таких увлекательных сеток, так скажем. Вот. Она отличается тем, что ячья крупнее. Вот. И сейчас вот ребята пошли с пешнями продалбливать нам путь. Хотим поставить ближе к берегу, поэтому будем пробираться туда на 2 ямахах. Ну вот, хотели было поставить на той стороне, но не стали. И решили поставить здесь, возле табора. Просто сетка у нас получается слишком высокая, около 5-4 метров, а там везде мелко. Там всего лишь 4. Поэтому приехали сюда. Вот смотрите, вот такие вот проруби надо делать. Вот, продолговатые. И палку засовываешь. С этой стороны веревку с грузом, она свисает. Другой палкой с крюком вылавливаешь веревку и там вытягиваешь. Вот так мы прогон пустили. Веревка, через которую будем загонять сетку под лед. И завтра будем ее проверять. Она будет стоять поперек течения. Если у нас ряпушка стоит, сети повдоль, то это будет поперек. Вот. Ну и ячья здесь, соответственно, тоже покрупнее. Потому что и чтобы поймать довольно крупную интересную рыбу, мы ставим ячью покрупнее. Так, в завершении дня, друзья, помните, когда-то был ролик с проверкой сетки чужой. Мы с Володей проверяли по первому льду, вот, под поселком. И вот мы сейчас уже приехали после проверки сетки ряпушек. Сразу проверяем сетку под поселком, не отходя от кассы.
Тоненькая сетка. Ну-ка. Что-то идет. Идет что-то. Ух ты! Вот это рыба. Вот это другое дело. Вот уже. Это вам не рябчик. Проверять. Иннокентий Никитич. Итак, ребята проверяют сетку. О, смотрите, хорошая рыба попалась. Андрей Аркадьевич, что это за рыба? Расскажите, пожалуйста. Сижок. А, это сижок, да, все-таки? Ничего себе сижок. Раз. Вот это да. А похож на другую какую-то рыбу совсем. Не на сига. Похож на язи же. А, нет, сиковец. Но только другой какой-то. Смотри-ка, пыжьян, да, это? Красный вот. Валек-то. Валек полбота не да. Красный вот, песчаный. Моего. А, ну, доктор Дёра была. Мактаргет. Мактаргет. Ну-ка, щуки, покажи-ка. О! Вот такой улов сегодня у ребят из Жиганска. Вот. И там еще 3 с той сетки мы сняли. Итого 7 щук. Это нормально, Аркадьевич? Это среднестатистический. Средняя, да? Ага. Что будешь из щук делать-то? Котлеты, жареха, Ага. и так далее. Это можно посолить. Желающие есть. Соленую щуку любят. Послезавтра тогда, получается, котлеты щуки будем кушать, наверное, да? Если- Можно и такое дело. Кинула вон, да? Был. Дом. Да блин, убатами. Не на то. Повторим тебя. Фортунная бомба.
Все, Андрей Аркадьевич забирает всю рыбу. Ух ты, какой нахальный. Не, мы ему даем, мы же котлеты будем послезавтра кушать. Поэтому вот много котлет. Там заморозим. Будем затаскивать и жарить уже готовые эти заготовки. Ну все, друзья, вот такая была проверка сеток. Так что, так вот, друзья. Вот. Ну, уже ночь, темнеет, поэтому ночной Жиганск. На этом мы закончим сегодняшний сюжет. Если вам понравилось, пишите комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока.